Вы смотрите новости на телеканале «Якутия-24», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вначале коротко о темах этого выпуска. Когда откроют, определены ориентировочные сроки открытия ледовых переправ и автозимников. Вместе мы сила. В Алекминске готовится к акции по сбору всего необходимого для борьбы с ковидом. У природы нет плохой погоды. Народный синоптик предсказал, каким будет первый месяц зимы. Определены ориентировочные сроки открытия ледовых переправ и автозимников. Проезд автомобилей массой до 4 тонн через реку Вилюй на участках федеральной трассы А-331 Вилюй полностью откроют с 24 ноября по 10 декабря. Ледовые автозимники на федеральной трассе Р-504 Колыма планируется открыть через реку Лена, Якутск-Нижний Бестях с 5 января, а через реку Алдан, Хандыга-Мегина-Алдан с 24 ноября. Исходя из погодных условий и фактического состояния ледовых переправ, сроки могут быть скорректированы. С учетом обледенения пастбищ, коневодческие хозяйства крайне обеспокоены предстоящей зимовкой лошадей. А таяние снежного покрова образовало ледяную корку. При таких обстоятельствах лошадям тяжелее при добыче корма. По рекомендации Минсельхоза в Улусах ведется работа по оценке потребностей в комбинированных кормах и минеральных добавок для лошадей. Также хозяйствам необходимо будет организовать дополнительную подкормку. С учетом этого в 6 районах Якутии, у которых наибольшие проблемы заготовки, перечислено 56 миллионов рублей на покупку и перевозку сена из других районов и между районами. Как отметили в Минсельхозе региона, на сегодняшний день уже доставлено 4000 тонн грубого корма. Всего предстоит перевести 24 тысячи тонн сена. До Нового года у нас предусмотрено порядка 170 миллионов рублей довести до муниципальных районов. Это на приобретение и завоз кормов. На сегодня доведены 6 муниципальным районам 56 миллионов рублей от этой суммы. Кормовая единица у нас в целом по крупному рогатому скоту и табунному и коневодству в целом последние 3 года насчитывается порядка 12% кормовых единиц. Это с учетом комбинированных кормов. И в этом году предварительный расчет составит ту же самые цифры. Намский район вошел в 5 лидеров по онлайн-переписи населения в Якутии. Жители муниципалитета активно участвуют во всероссийском мероприятии, и новый электронный формат прохождения процедуры переписи пришелся им по душе. Это последняя бумажная и первая цифровая перепись. Пройти ее можно 3 способами. Подробнее об этом расскажет моя коллега Мадина Халикова. Она присоединяется к эфиру и выходит на прямую связь со студией. Мадина, привет! Расскажи, где вы находитесь и как проходит перепись населения. Да, Валерия, добрый день. Мы сейчас находимся в селе Намцы Намского района. И здесь, на переписном участке, действительно большой ажиотаж. Люди приходят, переписываются. И, кстати, как вы уже сказали, Намский район в лидерах по онлайн-переписи. Но переписаться можно не только онлайн, очно приходят переписчики. Также можно прийти на стационарный пункт, где все объяснят, разъяснят, покажут, как нужно заполнять переписной лист. Распечатают QR-код, по которому, собственно, идет вся эта перепись. Я хочу напомнить, что это последняя бумажная и первая цифровая перепись населения. И о том, как она здесь организована, нам расскажет Петр Абрамов. Это заместитель председателя переписной комиссии Намского района и заместитель главы Намского района. Петр Васильевич, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как организована у вас здесь работа? Ну, в Намском районе по ТДР у нас закончили 4 муниципальных образования. Это Заречный, Наслега. В данное время переписывается 15 муниципальных образований. Все у нас переписчики вакцинированы, 44 переписчика и 7 переписных участков. На данный момент, на 2 ноября, 80% населения у нас переписалось. 20% переписалось в госслугах. До начала переписи у нас с населением были разъяснительные работы по части электронной цифровой переписи. Вот так. А все-таки на участках соблюдаются ли все антиковидные требования? Да, но переписных участков все санитарные нормы, требуемые Роспотребнадзором, все соблюдаются. Да.
Спасибо вам большое. Ну, а я хочу напомнить, что перепись проходит с 15 октября по 14 ноября. Есть время еще заполнить переписной лист на тех же госуслугах или прийти в стационарный пункт в своем населенном пункте, где вы находитесь. Я, кстати, сама прошла перепись населения на госуслугах и жду уже своего переписчика, чтобы пришел ко мне за QR-кодом. Ну, пока на этом у меня вся информация. Валерия. Благодарю, Мадина. Я напомню, что с нами был наш корреспондент Мадина Халикова. Перейдем к эпидобстановке. За прошедшие сутки на территории республики было выявлено 290 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 143 приходится на Якутск, в Мирнинском районе 13 случаев, в Алданском 12. В Алекминском и Оленёкском районах по 8 случаев, в Кобяйском, Ленском, Нюрбинском, Хангаласском районах по 7 заболевших. Еще в 18 районах зафиксировано от 1 до 6 случаев заражения. Между тем, во всем мире идет борьба с коронавирусной инфекцией. Все понимают, что эту болезнь можно победить и не дать ей распространиться только совместными усилиями. В Алекминске в День народного единства 4 ноября решили провести акцию по сбору всего необходимого в поддержку больных ковидом и врачей, которые работают в красной зоне. В единстве народа вся сила Алекмы. Именно так называется общегородская акция для вакцинированных граждан в поддержку больных COVID-19, которая пройдет в День народного единства 4 ноября в стенах Национально-культурного центра «Гармония». Смысл этой акции, значит, в том, что 4 ноября, в День народного единства, всероссийский праздник государственный, мы объединимся с целью, значит, оказать помощь своим землякам. Также в акции участвует Центральная районная больница. Совместно с Национально-культурным центром в рамках акции будет организован временный пункт вакцинации для получения вакцины. В Центральную районную больницу обратилась директор культурного центра «Гармония» Алена Николаевна Калмыкина с предложением, что в День народного единства давайте организуем такое мероприятие, защити себя, своих близких, чтобы провести вакцинацию для жителей нашего района. Да? Мы, конечно, это приняли с положительной стороны. Что нужно для участия в акции, мы спросили у организаторов. Предметы первой необходимости для тяжелобольных, вплоть до бесконтактных, надеемся, даже градусников и батареек к ним, вплоть до малярных скотчей, которыми СИЗы, значит, огораживаются. Ну и, конечно же, домашнюю кухню, потому что люди после болезни, идя на поправку, аппетит у них хороший. Мы это точно знаем, что они с удовольствием праздничный обед, так скажем, мы им 4 ноября организуем. Не дожидаясь начала акции, первыми участниками, которые откликнулись на сбор помощи, стали работники Национально-культурного центра «Гармония». Единство – это не просто слова, а умение вместе объединиться в трудную минуту и прийти на помощь даже незнакомым людям. Максим Копылов, Алекминск. В селе Абага Амгинского района с прошлого года идет строительство нового школы-сада на 225 мест по инвестиционной программе республики. В ходе установки сваи на глубине был обнаружен слой льда, что может повлиять на сроки выполнения работы. В следующем году планируется установка еще 50 свай на глубину 15 метров вместо запланированных 12. В данный момент ведутся работы по кладке стен детского сада и работа нулевого уровня школы. Подрядчик намерен в этом году завершить короб здания детского сада с кровлей. Планируемая дата ввода объекта была установлена на 4-й квартал следующего 2022 года. Но, к сожалению, в связи с обнаружением льда у нас, который не был обнаружен при проведении изыскательских работ, конечно, существенные изменения в ход строительства нашего объекта, это свои корректировки, так скажем, внесло в сторону увеличения сроков. Совместно с заказчиком, службой государственного заказчика сейчас рассматриваем разные варианты хода строительства для того, чтобы попытаться, конечно, в срок это все закончить к концу следующего года. В Якутске состоялся пресс-показ якутского фильма «Холодное золото». Картина кинокомпании «Хики Фильм» при содействии Саха-фильма основана на реальных событиях и повествует об истории отряда НКВД, который идет по следу банды Павлова, грабящей золотые прииски в Алдане в разгар Великой Отечественной войны.
Над фильмом работали 3 года. Живые декорации якутской зимы, а также кропотливая работа с активными данными, а и даже рассекреченными архивами ФСБ. Все это можно увидеть в новой кинокартине, снятой в совершенно новом жанре для Якутии – шпионском детективе. Премьера фильма состоится 11 ноября во всех якутских кинотеатрах. Мы ее уже представили на Ялтинском международном кинофестивале. Зритель был очень доволен, эксперты, потому что они оценили уровень технический этой картины, звук, там, картинку и так далее. То есть я поэтому очень благодарна своей команде, которая работала, не покладая рук, в очень тяжелых условиях. Этот фильм. Мы делили ее на 2 части. Из-за пандемии мы должны были остановиться. Было такое. То есть были даже вопросы, что проект не получится, были такие страхи. Но взяв, скажем так, волю в кулак, второй блок мы отсняли уже в ноябре 2020 года. Было очень холодно, физически было трудно работать. Но мы сделали, скажем, такой вот серьезный труд. Даже героизм своего рода был. 11 ноября у нас запланирована премьера. Я очень хочу, чтобы пришел якутский зритель. В завершении выпуска новости о погоде. Наступивший первый месяц зимы будет теплее, чем в предыдущие годы. Так предсказывает народный синоптик Тарас Тарасов-Тускул. В первой декаде ноября в большинстве центральных районов днем температура воздуха будет -7, -10, ночью 15-18 градусов ниже 0. Обещают много снега. Во второй декаде также ожидаются осадки. Днем температура воздуха будет около -15, -22, ночью около -25, -30 градусов. И только в конце месяца температура понизится до -35. По прогнозу народного синоптика в Вилюйской группе и юго-западных районах ноябрь тоже будет теплым. Средняя температура днем -12, -18, ночью -16, -18. Даже на полюсе холода не сильно похолодает. Где-то средняя температура в центральных улусах будет 20 градусов в ноябре в основном, а в конце 30. А северные улусы, это Оймякон, Верхоянские, тоже 35-30 градусов будут в среднем, а в конце месяца только 40 будет. А остальные улусы, это где Калман-Дигирская зона, арктическая зона, это где-то средняя температура будет только 20 градусов, тоже в конце месяца будет всего 30 градусов. К этому часу это все новости, но наши корреспонденты продолжают следить за событиями. Оставайтесь с нами.